Барах в переводе с якутского означает кулик. Так звали деда Исидора. Потом он взял себе фамилию Барахов, производная от этого прозвища. Родители Барахова были людьми небедными, баями, то есть из богатого сословия. И Исидор с отцом имели совсем противоположные взгляды на развитие общества. Отец Исидора был приверженцем традиционных устоев якутского общества, а Исидор хотел кардинальных перемен, модернизации якутского общества, где всем воздавалось бы по труду, а не по знатному происхождению. Исидор получил хорошее образование в Вилюйском училище, где его учителями были один из основателей якутской литературы Алексей Алексеевич Кулаковский и будущий крупный деятель якутской музыки Марк Жирков. Как и другая молодежь того времени, Исидор затем учился в учительской семинарии в Якутске. В сентябре 1917 года вступил в партию большевиков и был вовлечен в нарастающий водоворот революционных событий. За это время жизнь слепила из молодого идеалиста Барахова прагматичного стратега и государственного деятеля молодой Якутской автономной Советской Республики. Осуществляемая программа партии большевиков, основанная на классовом антагонизме, привела к гражданской войне по стране, а в начале 20-х годов и в Якутии. Катализатором военного противостояния стала проводимая в Якутском районе Иркутской губернии политики военного коммунизма, по которому богатое сословие подверглось разного рода гонениям. Когда восстание набрало силу, из Иркутска на помощь местному ревкому был прислан крупный отряд регулярной Красной Армии под началом монархиста Нестора Каландашвили, который вместе с штабом был убит недалеко от Якутска в Техтюрском наследии. Вместе с отрядом Каландашвили прибыл в войне революции красный командир Иван Строт и намного позднее комиссар Сергей Широких-Полянский. Они, по версии исследователей, помогли Исидору Барахову осуществить переворот в управлении Якутией, арестовать проводников военного коммунизма, руководителей Лебедева, Козлова и Агеева. Таким образом, власть Якутии неожиданно переменилась. К тому же центр вскоре дал долгожданную автономию, и получивший широкие полномочия Исидор Никифорович стал с помощью единомышленников планомерно проводить в жизнь политику умиротворения гражданской войны гуманными средствами. Во-первых, была объявлена амнистия сдававшимся в плен повстанцам, по которому людей обещали не преследовать и помогать переходу их к мирному труду. Во-вторых, стала проводиться в жизнь новая экономическая политика страны, по которому были допущены рыночные отношения, вводились правовые гарантии на частную собственность. Также был введен гражданский кодекс, по которому у граждан появилась возможность организовывать свои предприятия. Повстанцы, особенно после крупных военных поражений, осознавая перспективность дальнейшего противостояния, активно сдавались, расходились по домам. Этому способствовали также и упомянутые выше своевременные меры Совнаркома. Привлекались в ряды строительства молодой республики беспартийная интеллигенция. Был, например, приглашен из ссылки Бараховым крупный и популярный деятель у народа Саха Василий Васильевич Никифоров Кулемнир. В Хочинском Улусе был без единого выстрела с помощью амнистии замерен с трудом отряд повстанцев под началом Петра Трофимовича Павлова. Есть зафиксированные плоды гуманной политики по отношению к повстанцам в фотографиях. Это снимки замерения между сторонами, где руководители республики и некоторые амнистированные руководители восстания, в том числе и Михаил Артемьев, запечатлены в групповом снимке. Сидят, держась за руки. Михаил Константинович одет в красноармейскую форму, чтобы подчеркнуть его замирение с советской властью, так как тогда Михаил Константинович сдался и получил амнистию после мирного урегулирования Тунгусского восстания, где он был одним из основных руководителей. Исидор Никифорович, будучи руководителем якутского правительства, ввел в это время достаточно много социальных мер для поддержки якутян, особенно в частности сельского жителя, коих было тогда большинство республики. Из них следует выделить следующее.
как наиболее разноважные тогда. Это достижение выдачи крупных денежных суд для налаживания экономики республики свыше 800 тысяч рублей. Настояние на открытии горного управления в Якутске для ускорения такого промышленного освоения республики и так далее. Исидор Никифорович был, судя по своим работам, сторонником кооперативной, а не колхозной модели сельского хозяйства. Новая экономическая политика, как временная мера, продолжалась недолго. Страна к тому времени уже достаточно укрепила свою экономику. Поэтому федеральный центр начал подчинять село, создавая государственную систему коллективных хозяйств, образуя колхозы. Материальную базу для колхозов, в том числе, составило отобранное имущество уже житочных сельчан. Последние были в основном подвергнуты репрессии. Руководству колхозами на местах нередко приходили люди недалекие, слепые исполнители приказов сверху. Началось государственное ограбление сельчан в виде планов продачи сельхозпродукции, которые были завышены, что в результате привело к обнищанию сельчан в конце 30-х и голоду, которая приобрела большой размах в Якутии в первые годы Великой Отечественной войны. Наверняка Исидор Никифорович смотрел с болью на все это, ведь годы его руководства в республике 20-е, благодаря ему и его соратникам, по численности скота на душу населения Якутии догнала и немного перегнала дореволюционный уровень. Крупного рогатого скота в 1917 году насчитывало 875 тысяч голов, а в 1928 году 494 300 голов. А скот был признаком зажиточности и богатства якутского общества того времени. Исидор Барахов был арестован и расстрелян по выдуманному обвинению, когда работал в Центральном исполнительном комитете в Москве. Реабилитирован в 1956 году.